Jadi bugün sibas şey bolar ne? Emi harabdı. Darabaların Çok enek kundu doktor. Bugün koronavirüs put khas kene bolay. Jağalı bu putra apta bahala. Bugün tutar ibattes güne. Bugün Olimpiskay призеры кытта, паралимпийская призеры кытта Анастасия Дедора болдың көпсет яқпет. Білен хатырағыз подписчиктер әббет спекутын кәнеттен әрие скайпка көпсетерді Настя білім олырыр. Әге манна аттуақы кеттік тақыты, неген манна сразу тутатына сұры еққытын сөп. Манна кенеха вопрос бұғытын білім нәттім. Так, манна бұлна себір вопрос төвір керен кәлі бейна. Беден сұры енкі хемір омларик біне. Так, аха, манна тенеті. Untuk masalah Jara подписчиктер уту кирени яктара биге боллана Настя утерер якын. Так, музыканы аракка Александр Нестрой биретин хиттибит. Уранкай огото ден шөбәрі. Нахи билан истебин doğru мулетін. Jara Skype tep kirebit. Down. Блин, звук. Алло, привет. Ну что, сегодня видно, не видно? Сегодня видно. Хорошо. Ичгай кастера интернет пут ичгай. Багаха ханадан эттакка багаха кулбанаха таапыт киха тоғыз часка. Оны себя спет мөлтақ боламыт тонефи бүтін тоқтапыпыт. Оны бүгінгі күнге көһөрөммүт бу көсетебитин сагалаан эребит. Ханасте адаптация астың да Москвага келем баран багаха кай келбитиңди? Ага, иллеракин получается уже. Ага, да. Это химбирин хайрутуябын. Бэхэ агыска хаппытым. Шөйгін да самочувствие шөй да бүгін инстаграмға сторискін көрдік бұны әрі ерхан хауыз жарық болды ден хүрі бүдетіңде. Ага. Это бегать тяжело. Бегать не плавать. Ондық болады. А так ән жарыққа бұл сүйрі хим бір керер да атын упражнениялары мен ұрағын да чисто қарбыры ден бодақ болады. Ага, тон билген из-за карантина все бассейны закрыты. Олиген у нас такая на случай тренировка. Аэробику делаем и упражнения силовые, в основном для ног и для пресса, там, корпуса. Удаленка ден эхами эбипаттавата деп курдук да? Ну да, своего рода удаленка. Мы прикалываемся с сестрой. Кабите махаджин кыттахира хэтэргэн удаленка ден. Так, жаттан көпсетебитек киребит. Бу чахраз вопростар буны итемде топ бу көрөчүлөргө вана бу Настяга мету хайна темете Анастасия Дедорова тугунан YouTube-ка блогтар интервьюларын регал бахтар.
Олары бартын мен көрбүтүм, онна тус ологон туһунан, бу хайдах эчеyi бүтүнүгөн туһунан бартанна бар. Оны катылы барбат не битти. Оны ари атын хавасты көрсөтө хади бүгүн. Анан чабастык вапуру маннык. Хобби лакын доден. Атын бохолора плавание танура төсө ту хобби лакыны. Хөблән жарыктан жарыгын. Тон хоббим альбах, можно так сказать, да. И Бельгин в основном я занимаюсь своего рода духовным развитием, ну, я не знаю, как это описать, вот, и если кому-то интересно, я могу потом более подробно об этом рассказать, но это просто как своего рода медитация, для которой, ну, я уделяю сейчас очень много времени, то есть мне это нравится, это меня развивает и придает сил на дальнейшее, наверное, какие-то новые взгляды на жизнь. Вот. Так, конечно, я люблю там почитать, активный отдых, рисование, вот, в основном такой сноуборд. Это насчет медитации, да, вот, позавчера духахан көрбүтүм, эн биле доорун еще по ютубка тахарбытыты, вот эти тухана, тикапсети тухана. Эти веб-сайта ким дяны медитация? Это, ну, как бы это не медитация, вот это абсолютно новое направление, скажем так, такого учения, что ли, голограммика называется. Голограммика. Мен көрбүтүм, оны гола ходдуши кепсетери тигетти. Отом яха пока рах быхала голтие, онтон букелин ажа хаян илсанистака келер быхалахти. Да, ну потом после эфира я могу тебе показать, и как бы если у тебя хорошая чувствительность, ты это почувствуешь. Ага, хорошо. А то эти эфиры ты там можешь касать, аппетит тут у нас. Ага, хорошо. Хантан турутахани. Мамам махангалас тумул, папам усмая. Махангалас тумул, он усмая, да? Дойтугар хакахиригар тахачаста хаджачыгыны? Там Бельгин хаджарам алох кычата. Вот, а так рут сылая хаджаратым. Кара хаджан сайны баха хаджаратым вид. Вот, Антон Бельгин был спортунан ген жарыктан арболамын и вообще в целом агаята. Келерим барадым. Атаманнык ис туруккунан ис духаганан дойдугун ахтар курдуккунду? Конечно. Ахтарым аймактарбын ахтабын, он в целом вообще дойдугун. Саха серен айылгатын ахтаганда? Ахтанаха. Самое такое, самые лучшие и теплые воспоминания оттуда. Онук бол, ого хаджангани сайын сайылыр, нар сайылыр болаңыт, ол өйдөбүл хим бир халар буллади? Халар, аха. Анастасия ден аты ким бербиде эйха? Ну это я сама себя так называла. Да? Да. А что, это кем ден аты гни? Папа меня назвал Евдокией, вот, в честь своей мамы. То есть в честь бабушки я была Евдокия несколько лет. Ну, потом, как только я научилась разговаривать, я начала называть себя Настей. Вот, и, ну, как бы, все тоже свыклись с этой мыслью о том, что я Настя, и в 5 лет, когда свидетельство о рождении меняли, родители меня переименовали в Анастасию. Ага. Без оскорбительного Анастасия была калдың да? Официально, да. Официально, ага. Он то трамаган үс оскорбил бутыңди, ол ине Евдокия ден аттан хаджи бутың да? Ага. Интересно битти. Әссе халгы вопрос бута барабыт. Татуировка барды эйеха? Үс татуировкалахпын. Первую я сделала после Пекинской Паралимпиады. Атахпар на голени, получается, с внутренней стороны. Вот. Она означает любовь. Антон, на бедре у меня есть шрам, и там я очень долго думала, какую сделать татуировку, и уже выбрала рисунок, мастера, и в последний момент мастер мне отказал. Я хотела сделать лотос.
Вот, и она отказала, потому что сказала, что такой сложный шрам, и она не сможет на нем бить татуировку. Вот. И потом я была в Америке на языковых курсах в 17 году, по-моему. И там как раз нашла мастера тоже через интернет в Инстаграме, написала ему, вот, там, вы можете мне сделать татуировку. Он сказал, ну, приезжай, посмотрим. Вот. А он такой очень супер популярный мастер, которому нужно записываться за полгода вперед. Но он посмотрел на мою ногу и такой говорит, ну, давай там в апреле приезжай. Это был январь. Я говорю, ну, вы понимаете, я через 2 недели уезжаю обратно в Россию. Вот. И он такой говорит, ну ладно, приезжай в следующие выходные, мы тебе сделаем татуировку. Красавчик. Вот. Да, и сделали чешую просто однотон, ну как однотон, там 2 цвета плавно переходящие. Нахачуга юнгнавата жикөт битиме хаддара кихиманы көрдөна кастайын көстөр күрдүк батта. На самом деле кереңде. Вон үхүс татуировкан? Үхүс татуировку я делала в Якутске. Я не помню имя мастера. Ну, в общем, у меня надпись на якутском языке. Вот. Это ребята? Потом нам переводили всем инстаграму. Ким дени? Сана хаторун ситихерен Аллах. Күстах поэтуларда битти. Вот. И ее делала в Якутске. Бу келин хоста? Сәп. Таны буланы бу спорт пут эгетигер хата кирекка. Тэхэ жарык оңорогону тэхэ кайда кабьёң хаджаганы ванна этиканеттен разы сборы мету сиси билкепси концепту сбордарган. Тренировки зависят от этапа подготовки. Но в основном у нас где-то 11 тренировок в неделю на воде и от 3 до 5 тренировок в зале. Алата чисто хабабакар залгами тренажеркага бачингата хашидыгити күдүктә? Да, конечно. Помимо вот качалки, плавание, өсөтүгү растяжка генде, өсөтүгү мурготы? Да, растяжка обязательно. Перед каждой тренировкой разминка, заминка включают растяжку. И, как сказать, ну, чтобы разогреться, мы тоже используем вот эти резины эластичные. И с помощью них разминаем. А ты берешь себе какие-нибудь велотренажерки, жарк начали? Да. Где-то 3 раза в неделю кардио. Это билген ариет иннеге барака бупун. Касаскыттан жарыктанан хагала букканы итни тахтадым баста. Он үс саспыттан. Амбастан ходила просто в реабилитационный центр для детей с инвалидностью. Она делала ЛФК, массаж, вот. И там был маленький бассейн, но все это люрит меня. Вот. А так научилась я плавать где-то в 5 лет у папы на работе. А что она папа говорит, да? Ага. Он уже ол жарыктанан уюс аскыттан жартынан хагалан баранган уже үчөй көдөрөн келен бар бидиң да? Ну, как-то так получилось быстро очень, ага. Амбастан где-то я 3 раза в неделю плавала. Антон тоққа бар бутым. Типа на каникулы саха хергер. Ол Антон папа мерибите. Тоқтен, типа, Настю хотят взять на соревнования, приезжайте в Москву. Вот. А у нас в паралимпийском спорте ты обязательно должен пройти международную классификацию. Там, где тебе выдают класс. Ага, классификация. В плавании у нас 10 классов. И вот эти категории зависят от того, какое у тебя поражение. То есть первый — это самый тяжелый, 10-й — самый легкий. Вот. И у меня считается средний класс 6-й. И все спортсмены, которые принимают участие в международных соревнованиях, должны пройти вот эту международную классификацию. И меня взяли на чемпионат Европы вот на эту классификацию. И там мне вот поставили 6-й класс, и все, и с тех пор как-то тренер
так за меня хорошо взялась. Мгм. Не отпускала ни на какие долгие каникулы. Тренерің туһунан картык кепсиген да. Бу тренер гонна еген кахан көрбүтей. Кахан бастага сразу тренерин гитете гонна разы хыджыбытың да. Ага. Первый раз вот она, получается, меня увидела на соревнованиях, которые пригласили всех детей с инвалидностью в Москве. Киннер проводили, «Открытая вода» называлась, и я там заняла 2 место. И была единственный человек, который был не из спортшколы. Поэтому мной сразу заинтересовались и такие позвонили, спросили. Вот. И с тех пор мы вместе. Тренерің аты кім дейіне? Степанова Наталья Викторовна. Вот. Мы с ней тренируемся, получается, как раз с 2003 года. Уже скоро бітті. Ага. И потом с 2017 по 2019 я тренировалась в Италии у итальянского тренера Массимилиано Тосино. Вот. Тоже был своего рода, наверное, лучший опыт в моей жизни. Тренировок за границей. И вообще, методика отличается, все отличается. И начиная от каких-то таких технических моментов и заканчивая моментами просто какого-то отношения к тренировкам, атмосфере на тренировках. И очень здорово. Онтон бу холары классификацияң алтыс ди, оны алтыс классификацияға илилер спортсмендеріме бағалар эбитти, жонлар. Ага, бағалар. Оны қарбыргын көрдік бін әр, тоғыры кенелер дағар ән хем бір түргенік бараған де, қадар әмен санақ бар илем хеддір де көрдік десе. Тоғынды ғой, әне қайдақ бұл әрін еті? Там, когда выставляют классификацию, они смотрят на возможности на суше, то есть измеряют антропометрические данные и возможности и ограничения по твоему заболеванию. И потом эти же параметры они смотрят на воде. И каждый параметр выставляют баллы. И по количеству баллов, которые ты набрал, тот класс и выставляется. Сеп, хорошо. Тренер туһунан ыйыттыбыт, сборы ыйыттыбыт. Онтан олимпиадаға кыттым, паралимпиадаға кыттым ден баға сана қахан ескәбіді, қас аскар. Әні жо банча сарка бастығын кыттыбытың әтеді? Афин әтеді? Ол нені қахан ескәбіді, қанның білем, оған олимпиадаға баран әрәбі, нен ден долкую қахан кәлбіді ейіға? Долгую не было. Это все легче воспринималось, это было на уровне того, что круто, там какое-то новое событие, новый уровень соревнований, что-то такое, вот прям какое-то открытие. И, конечно, хотелось... Вот первое у меня было такое, что вау, классное, начало чего-то нового в моей жизни, какого-то этапа, и это было очень круто. А потом это уже было такое, как часть моей жизни и само собой разумеющееся. У меня никогда не было такого, что я там отбиралась или еще что-то. Это уже сейчас я отбираюсь в команду и все остальное. Ол хана уже спокойно кирер тыңда отборочный дере? Онтан эриёға эти скандал был бут эти улахан. Оны ән төһөчү гастыгылы мыкканы. Это ужасно же. Я же расплакалась еще, когда нас всех собирали у Борисова, как раз Егора Афанасьевича тогда, как раз после того, как нас всех не допустили. У нас были альтернативные игры, и вот нас всех якутских спортсменов собирали, и мы говорили, речь. И я там расплакалась, кошмар. Мне до сих пор это стыдно. До этого я не плакала, потому что стойко воспринимала всю эту историю, а тут приехала и такая... Вот, ладно. Первое, мы были на Круглом, это база тренировочная сборной. Южно-Сахалинская, да? Нет, Подмосковье.
Ага, ага. Вот. И мы, получается, уже оттуда должны были уезжать в Рио, и Мгм. там вот этот вот весь скандал был, но мы думали почему-то, что паралимпийцев это точно не коснется. Батта дей бихемени дихана апыта. Ага. И у нас было такое спокойное ощущение того, то, что, ну, как бы этот весь скандал просто раздут на уровне того, чтобы просто всех попугать и всем потрепать нервишки. Но потом, когда объявили то, что мы не едем, это как раз был обед, и вся команда сидела в столовой. Просто у всех была, ну, как бы разная реакция. Мгм. Все по-разному это все воспринимали. Мгм. Вот. После обеда я поскорее звонила маме, а у мамы было такое состояние, то что, ну, как бы она сильнее расстроилась, чем я, и мне уже как бы не то что плакаться, мне уже надо было типа поддерживать. Вот. Наоборот, те, яган те. Ага, Ага. вот. И поэтому я очень резко так переключилась, то что, ну, как бы все, надо по-другому, как бы угол восприятия этой проблемы для меня поменялся. Вот. Но все равно я очень долго переживала, очень долго находилась в таком каком-то состоянии непонятном, не знала, что делать. Мгм. И, в принципе, наверное, эта ситуация мне показала очень много, и я благодарна этой ситуации. Вот. М. И, ну, как бы сейчас все то, чего я там достигла в каких-то там а, в саморазвитии, в каких-то новых поисках того, чем я могу заняться, это только благодаря этой ситуации. М. Вот, поэтому у всего есть хорошие стороны. Karanlık bullağı. Hem bir barter şöyle köre gören kanadı bullağı. Да. Онтон бу билигин бу че Японияга бу паралимпиада бут официально олимпиада да паралимпиада да официально уже болбат етлерди. Ол сонуни истен бараңына хайдагаларныгыны онна тени капсеңду бу бапсы коронавирус тугунан. Ну, это было, в принципе, ожидаемо. Вот, то, что они перенесут. Они, конечно, очень долго тянули и хотели в этом году провести. Но это логично, что эту Олимпиаду перенесли. Вот. И ее не отменили, а просто перенесли. Это как бы тоже хорошо. Конечно, для таких спортсменов, как я, там, возрастных, Мгм. это плохая новость. Но Мгм. в целом, как бы, зная то, что для сборной России это еще не окончательное решение, ну, как бы, мы не знаем, хорошо это плохо или как реагировать вообще на эту ситуацию, потому что все забыли о том, что Россия все еще не в милости ВАДА, и антидопинговый скандал все еще продолжается. Онтон бу тука отбордан мутың да барыхтаатың да паралимпиадага. Да? Уже тугун барды да тугунете квота дента да квота. Ну, личных квот у нас нету, но как бы место в команде у меня уже было, да. Нахашевите. Онтон өскөтөн бу икитинче сүбеби сылга көрөр боллактарына эйген халдараларду или өссөз отбор мороллорду. Заново будут все отборочные соревнования проходить. Это естественно и понятно, потому что ну, как бы за год может поменяться абсолютно все. Состав команды, там кто-то из молодежи растет. У нас сейчас очень хорошая молодежная команда. Вот. И, ну, как бы я готова к абсолютно любому исходу, и для меня, ну, как бы, естественно, остается мечтой и желанием поехать на эти Паралимпийские игры, потому что незакрытый гельштальт заставляет меня сейчас вот оставаться и все еще продолжать тренироваться. Онтон өскөтөн этик Рио курдыгынник болан калыр түгенигер түтүтүттөн оннук болбатын сер. Отон запасной вариант бар ду ден вопрос килбите. Олата кулубура атын дуйдуттен легенердан ду каян ду кисе конхеп ден. Я уже очень долго выступаю за сборную России, и я не представляю себя под флагом или под, не знаю, другой страны. Конечно, такой вариант я рассматривала, но поняла, что я не смогу. Не смогу не смогу пережить после этого девикурдук, да? Ну, как бы просто теряется смысл всего этого.
Онны курдук болар бит. Ахото колобра еген Россия итен тахардагади. Спортсмен курдук. Ну, да, дело даже не в этом, просто у меня уже было все. Грубо говоря, я там чемпионат Европы выиграла, чемпионат мира выигрывала, а просто чтобы поехать и выступать за другую страну, как бы нету смысла. Хорошо. Сөп, ити так күрәхтә һәлеп битен каратыга астыбыт. Аны бана ариятын хагыз вопростарга киреккә. Тох итәгәлләхни. Итәгәлдән Вера. Вера. Я верю в Бога, да. А в какого Бога? Православного или исламского Бога? Ну, так, во всех, короче, богов я верю, но в основном, конечно, ну, я православная и крещенная. Крещенная. Ну, не отрицаю ничего. Все хорошо. Тук холобара протест ян бар дип идиге хагы каян берелерди, оңоран берелерди. Олоннук оңоттора хатабытын еген ду, оңоттора хыжутын ду или тук калыватыйду. Сейчас я занимаюсь этим вопросом, но слишком много нужно всяких документов, очень много бюрократии, поэтому это очень долго. Вот, но я надеюсь, что в этом году, хотя бы к концу года, у меня уже будут протезы. Уже протезы могут где? Ну, я надеюсь, сейчас прохожу всю вот эту бюрократическую часть, чтобы государство оплатило. Только за счет государства басхо курдукту или хананах пайду хачалахту? Ну, получается басхо, а так эти протезы стоят очень дорого, где-то типа 2 миллиона или 3 миллиона. Ну, короче, цифры ужасные. Сеп. Бу манна би бапуруха котитан касып пинете. Жаркатыга дигин баколара выступает дигет Россияны көмүскүгүт, сакахерин көмүскүгүт. Ол көмүскүгүтүгө хека хем бир спортсмен отон ологонаны булады. Хем бир хамнастагы уле курдук болабади. Аны хамнаскыт хека тан орто холан төһүнү берелери, ванна көрөктөйдөргө ме премиальный төһө болачыны. Так, с какого? С 2008 года нас приравняли к здоровым спортсменам. После каждых международных соревнований у нас есть премиальные, но это зависит от того, какие там соревнования, чемпионат Европы, чемпионат мира. Вот. За Паралимпийские игры, если я сейчас не ошибусь, за первое место идет 4 миллиона, за второе место 2 или 3, по-моему, 2. Долларов? Евро? Рублей. И за третье место 1 700 000 или 1 200 000, точно не помню. Но эта информация, она вся есть в интернете, ну, как бы, если кому-то интересно, можно посмотреть. А так, мы стоим, как эти спортсмены-инструкторы, все на ставках, ну, те, кто в сборной, там, в команде и так далее. И, ну, как бы, на зарплату не жалуемся. Онтан бу спортсмен боларын быһыттан biz затратын адбак күрәхтәһигә барагын проживание, проезд, питание. Олонна бартыгар Россия өйүрдү или эсеторттан кемер-кемеләрдә халыгы Минспорт Республика Саха-Якутия ду республика бюджеттен дигән Вообще, ну, как бы, я езжу все время за счет сборной России. А меня всегда сопровождает мама, как сопровождающий. Она Кеньяха оплачивает Минспорт Якутска, республики. Республики. Вот. Да, поэтому всегда помогают, всегда поддерживают. И вот когда я была в Италии, Ауроса тоже помогала мне, ну, просто финансовую помощь делали. Ой, не Ауроса? Да, Ауроса. Хорошо. Олқар тоқ сыллаққаны бұл қолыбыра Олимпийский чемпион кәйін бір болан бағараған болады. Как спортсмен, оны тағанын өсі тоғы сеті хеққан бағарағаны? Ну, конечно, хочется все-таки сделать какой-то свой вклад в развитие вообще паралимпийского движения в России. Вот. И моя мечта, ну, пока это, конечно, мечта, в построении реабилитационного и паралимпийского центра вместе.
Вот это вот пока у меня остается, очень хотелось бы как-то добиться этого. Вот. И я не знаю, пока я еще для себя не решила, хочу ли я быть тренером. Вот, потому что, ну, как бы в России я не смогу быть тренером по технике безопасности. Вот. Ага. Ну, как бы. С одной стороны, это логично, а с другой стороны, это вообще нелогично. Вот. И, ну, может быть, если я буду тренером, то это уже где-нибудь не в России. Уже зарубежная дуга, как приглашенный тренер курдук, да? Нет. Все свое. Ага, все хорошо. Чану ксапапы пиге. Онтенте кепсан астың дето репетиционный центр, он паралимпийский центр курдук уровень детин. Ити тухнан кырдык кепсен да хахан ити идеянын өс кәбите, он кайдак болан багаран, онны тух кирери. Основная идея заключается в том, чтобы ребята, которые попали в какую-то сложную ситуацию, там, ну не все же с рождения, да, рождаются с инвалидностью, кто-то ее получает, к сожалению. Вот. И это может быть в любом абсолютно возрасте. И если они будут, такие люди будут проходить физическую реабилитацию в центре, где тренируются спортсмены-паралимпийцы, для них уже будет наглядный пример того, что, ну, как бы жизнь не закончена, она продолжается, и можно попробовать себя, например, в спорте. Вот. А для тренеров это будет хорошее подспорье, чтобы, ну, как бы уже видно, кого можно взять, кого можно привлечь, и такое место будет уже, где спортсмены смогут, ну, как бы тренироваться, а тренеры искать себе новых подопечных. Онны коллабора плавание бу батагатын көрүңнөр медиа, да? Ага. Ну, как бы все, что сможет себя вместить в центр. Хорошо. Нахачугай баханалага беккен. Онтан тохте. Чаманы бите гарите. Кахан гыл болон этейден, это гыл боларыден ныргал баба пороски бите бахалар де Джонтон ипетем. Демигне ментери хергир. Эркихилякындо. Ну, это уже такие вопросы личного характера. А то эпетихо концепт, мана бугуче петади, просто ипетера. Ага, че не петамади. Хэп, хорошо. Он олокор девиз по жизни, де, че научили? Ну, всю мою, наверное, такую жизнь, в основном это было слоган Nike «Just do it», типа просто делай. И действительно это применимо вообще к любой жизни, к любой ситуации, пусть это будет там спорт, тренировки или какая-то обычная жизнь, потому что нужно не бояться, просто делать. Онтон бу кихи ортодой дуга бу төрән баран кихи тугысы тихяктага диханныгыны. Кас бидди кихи. Ой, хаспирдики, ну это сложный на самом деле. Ата эн бэнк санаганы таганба. Кихи араханы дик ханалакпа. Аны эн тох диханныгыны. Ну, как бы для себя, мне кажется, это просто максимально сделать мир лучше вокруг себя. И как бы стараться делать именно какие-то вещи, которые будут каждый день по чуть-чуть улучшать, там, не использовать пластик, ну, начиная с экологии и заканчивая просто там мотивацией людей к занятию спортом. Талисман нақын до. Талисман денге тағалағын до. Ну, раньше я таскала с собой игрушку, но она у меня сейчас у родителей дома где-то лежит, которую мне подарили вот как раз на первых соревнованиях моих. Вот. А так сейчас уже нету у меня талисмана, ни оберега, ни сережек, вообще драгоценности уже не ношу. А так, кулгахар сережка кетаган да? Кетавин, ну, как бы я очень много теряла сережек в свое время. Очень красивые у меня были всякие разные и сахалы, и не сахалы. И постоянно в цене они у меня терялись, и в
какой-то момент я просто настолько расстроилась, что перестала их носить. Вот. И сейчас я ношу, когда, ну, редко, но я стараюсь носить. Билейдиги миниген почти экреттим, онна в итоге хиппетим де блогус топун баабыдым. Мен тускана маны чисто маны бир күн туһунан. Бир күн туһунан онна баһасырда турагын, жаркна барагын, жоң көттө кастагын, онны короче блогун ураргын бытым, онна бу хомояк хен хака херегер аякта хер күн жаркна себастьян онны катамма тебит, ол хин бу маннык эфирин ортубут. Өскөтүн эн тускана маннык кийинен ороллоро боллар тухти хандыгын онна. Ну, много таких фильмов. Энтус кунан кине да. Улахан кине де. Улагон туһуна. Типа кине. Ото маннык документальный кине көрдүк. Эти интервью кинелер көрбөтүм, ол интервьюлар булады. Антон именно кинари серьезный хогос на битегар тугара смыслах инде көрдүк. Ну, наверное, в связи с тем, что моя спортивная карьера еще не завершилась, как бы нету вот этой вот конечной точки какого-то вывода, не знаю, мне кажется, пока еще рано. Вот просто про какой-то кусок, то я не против. Антон, эсэ хак хэригэр кахан калихкани. Эти мен бэмлиш нэва программ, мен уже катахавни. Не знаю, как только, так сразу. Сайын ингендекке боло да? Оттан билбетим в связи вообще с этой ситуацией с коронавирусом, беги чемпионат Европы майга болохтагар, и его перенесли на июль. И, ну, как бы мы готовимся к июлю. Если его перенесут на сентябрь, соответственно, у нас уже все лето опять будет в тренировках и сборах. А если его перенесут еще на попозже, соответственно, уже и как бы без вообще не получится приехать, наверное. Тоқала бу эн жаргын эн ологон барта катлана турар бу. Жарктанаган онтон сборка бараган келден хеннен эме жарктанаган эн кайда хенненаган иде бу жарктартан бу сбордартан. Последнее время, ну, как бы, я даже не знаю. Ну, я, конечно, предпочитаю активный отдых, типа там уехать куда-нибудь на серфинг или что-нибудь такое, ну, ближе к морю, океану, чтобы была возможность, ну, как бы активно проводить отдых. Вот. Как бы полежать я и дома могу полежать, особо лежать не надо. Атаманнык тох чувство келячи доколар жаркнан кихи дебби халаян калар уже карба кама бакын жаркна кам апатия кирен начады. Да, и это ужасное чувство, ощущение. Олеген, вообще, как бы из этого состояния тяжело выбраться. И, ну, как бы у меня такое было, и я знаю, когда вообще ничего не хочется, вообще ничего не интересует, но в этот момент, мне кажется, главное какая-то поддержка со стороны или какое-то такое, не знаю, какая-то деятельность, которая заставляет тебя вставать каждый день и что-то делать. Вот. А так, конечно, у меня там, я не знаю, перед Рио я тренировалась через вообще не хочу. Каждый метр, который я проплывала, я просто ненавидела. Ну, как бы это неправильно, потому что эффективность от таких тренировок вообще теряется и падает. Вот на Рио, вот этот год, 17-й, я вообще практически не знаю, как я тренировалась. Ну, мы что-то там делали, конечно, но когда ты вообще не можешь выступать на международных соревнованиях, и тебе не к чему готовиться, когда у тебя нету цели, это, ну, как бы сложно. Ты просто, не знаю, как зомби такой ходишь. Вот. И поэтому я решила уехать в Италию и тренироваться в Италии, потому что, во-первых, там, ну, как бы другая обстановка, и другие тренировки, хоть как-то себя вернуть, скажем так, в русло. В русло, де. Бу эн эдбархит испит хин спортсменка была не паралимпийской призер была не серебряный. Бу эдер спортсменларга ханга хала. Опсайнан спортсменларга эн тухтен себелен этенити. Надо научиться, наверное,
осознанно тренироваться, чтобы была максимальная осознанность и понятие того, зачем вы это делаете, почему. И нужно много спрашивать у тренера, много развиваться и учиться в этом, чтобы это время, которое мы проводим, да, на тренировках, не пропало просто так зря. Вот. Ити көрдүктэ. Оното бу берибит тимиктененер анна битек вопрос булуда. Акарын вактактаргар байгын көрөр онна эн бу кыйлар гүнөргө дүр жоңго токтен бага ханалакыны. Ну, большое спасибо за то, что вы меня поддерживаете, потому что, в очень многих ситуациях именно эта поддержка заставляет дальше вставать, дальше двигаться, дальше тренироваться. И, конечно, хочется, чтобы вы понимали то, что вы тоже являетесь своего рода мотивацией для того, чтобы что-то делать. И каждый человек должен уметь видеть прекрасное, наверное, в мелочах и стараться просто улыбаться чаще и делать этот мир чуть-чуть лучше, нежели он есть сегодня. Спасибо. Нахачугай тылдырет иттибит насеттен. Оны өссө даганы бихи бу эфир бүтүн тимтемеппит. Мен насеттен хем бир каханары блог устум диханыбын. Толхана багана каханы толары неди Настя? Да, обязательно. Настя эфирин хен улахам мактар яха багарабыт кытанак дөрөбияны санааларың барта сатаннар, кыйларың барта келлиннер дем багарабыт. Улахам макта. Спасибо. Пожалуйста. Ча пока. Пока, Даррен. Вот, эти коддук Настя еще байтик кепситвит. Когда жестко долго буту ми еще байтик. Барра. Волым хабат выйдер. Это Настя лох барстоя бае ки тавит. Еще байтик кепситер. Механа варса блогу старбасы чеди кепситер диханыбын. Это бу видеоны жаңы таргатын, жаңы кепсен, көрдүннер. Еще бы эфир болды. Жабанда анагызга эфирге сөкөрсө кадер, анагызга эфирге кимнин кепстердин пока билбеппин. Гадан баранты ким бир тохка стримге бар болум диханыбын. Жа анагызга эфирге көсө калып покаларын. Спорна жаркынан оны спорт таптан.